Культура повседневности. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждый понедельник после 9 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. В программе «Идем на восток». Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. И от рабочих внешних тревог многим удается скрыться внутри семьи. А куда бежать от внешних, а точнее от внутренних конфликтов или конфликтов с близкими? В художественную реальность, например, в кинематограф. Но там снова ловушка. Модель семьи может быть показана настолько идеально, что собственная жизнь начинает казаться еще менее привлекательной. Давайте вспомним какой-нибудь бразильский сериал. Вот там родители говорят своим безупречно одетым, послушным детям «спокойной ночи» и целуют каждого в щечку, и зайчики без возражений сами идут укладываться. Или наоборот, чтобы привлечь внимание зрителей, режиссеры и сценаристы обостряют происходящее и показывают самые негативные моменты, к примеру, материнство. Но правда жизни, конечно, сложнее и многограннее. Сегодня мы разберем, как современный кинематограф может влиять на наше отношение к родительству, и все ли мы осознаем мощь воздействия на нас объектов массовой культуры. Подготовили для вас порядка десятков примеров, но вы, конечно, пишите свои любимые фильмы, сцены. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений говорит и Москобот. И не забывайте, что трансляцию нашу можно не только слушать по радио, но еще и смотреть видеоверсию в YouTube или ВКонтакте. И там тоже очень удобно писать комментарии. А еще можно на нас посмотреть. Сегодня у нас в гостях очаровательная клинический перинатальный психоаналитически ориентированный психолог, приглашенный преподаватель Высшей школы экономики Алина Никифорова. Алина, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, предлагаю начать действительно с какого-нибудь такого примера, который известен и всем девчонкам, и взрослым женщинам. «Секс в большом городе». Сериал, где показаны разные судьбы женщин, и следили мы за ним, скажем, в разном возрасте, да, и там, скажем, за разным их этапом взросления, становления и так далее. И вот вспомним ситуацию, да, есть родительство, материнство Миранды в момент, когда она о нем узнает, и есть Шарлотта, которая, в общем, наверное, считает материнство вообще такой идеальной женской реализацией. Она узнает о том, что для нее это невозможно. То есть там был такой момент. Да, очень сложный момент для многих женщин, когда они открывают, к сожалению, что забеременеть не так-то для них оказывается легко. Могут даже идти в протокол ЭКО, делать ЭКО, но это оказывается неудачным. То есть это как бы такой тоже путь внутреннего развития и взросления определенного, принятия непростых решений, вот, и преодоления этой ситуации. Конечно, да. Что касается, наверное, да, двух героинь. Кстати говоря, у Шарлотты сразу вспоминается вот ее непростая история, которая в итоге ведь приводит к тому, что она рожает ребенка сама. И это нередко, когда в жизни действительно бывает так, что женщина, которая сталкивается с проблемами с тем, чтобы забеременеть, она как бы растя ребенка, которого, возможно, не она сама родила, но как бы вот так вот со стороны к опыту материнства привлекаясь, она все-таки чему-то научается и, видимо, внутри себя какие-то конфликты преодолевает психологически, эмоционально, барьеры, блоки, и все-таки наступает беременность. Это действительно прям очень часто происходит.
Действительно, кинематограф показывает нам совершенно разные примеры, те, которые могут нас научить, могут нас настроить на определенные отношения, да, к родительству. Но вот эти две героини, Миранда и Шарлотта, почему мы с них начали? Потому что, ну, во-первых, они большинству, наверное, знакомы, а во-вторых, они совершенно разные. То есть если Шарлотта действительно, она такая вся женственная, то Миранда, она очень такая рациональная, она очень ориентирована на работу. И кажется, что у этой женщины, да, в общем-то, какие могут быть проблемы? Она все решит. Но это тоже для нее оказалось этапом, когда она была растеряна. И это ловушка для многих современных женщин в каком-то смысле, потому что, например, удачная карьера и такой как бы активная социальная роль, это не всегда означает, что легко может даться как бы опыт беременности, адаптация к этому опыту, потому что, в принципе, это предполагает две разные модели поведения, как вовне, так и внутри в большей степени. Адаптация к беременности, где-то потерпеть, где-то подождать, где-то более гибкое какое-то отношение и принятие себя. Например, первый триместр, когда очень сложно, когда бывает непросто, скажем так, но все женщины по-разному этот момент проживают, вот, что это и правда как бы современным женщинам может не так легко даться, как это могут, например, соцсети транслировать. Да, Красивую и картинку. соцсети, и опять же кинематограф, опять же кино, сериалы, то, что мы видим, это не означает, что так будет на самом деле, да, то есть Да. это все-таки художественный вымысел, и зачастую, конечно, режиссеры и сценаристы используют самые яркие моменты, а иначе о чем тогда кино? Но есть и много вдохновляющих фильмов, да, то есть и тех, которые показывают максимально реалистичные какие-то тяжелые периоды, сложные ситуации, те же «Бессонные ночи», и, конечно, какие-то вдохновляющие примеры. Есть «Москва слезам не верит», когда Мгм. она учит экзамены, да, под плач ребенка, и тем не Да. менее она через это проходит. Проходит, И преодолевает. вторая серия, там уже ребенок взрослый, и уже как будто бы этого всего и не было, да, то есть Да. это все проходит. И есть потрясающий фильм, вот «Однажды 20 лет спустя», который мы сегодня не можем тоже не вспомнить, советский фильм 80-го года о судьбе многодетной матери Надежды Кругловой, ее семьи, вот там через 20 лет после окончания школы бывшие одноклассники собираются на встречу выпускников, и среди них есть автор учебника, есть военный моряк, поэтесса, знаменитый архитектор, ну, то есть представители разных профессий, такие успешные, и всем им предстоит ответить на вопросы телевизионного ведущего, тоже их бывшего одноклассника, что вы сделали в жизни или чего вы ждете от жизни. И вот как раз главная героиня, она, в общем, стыдится немножечко своей такой обыкновенности, да, она ведь слушает рассказы своих бывших одноклассников, которые достигли профессиональных высот, а она-то что? Просто мама. А я мама, да. Просто мама и все. Да, но при этом все-таки одноклассники видят, что она мама большого количества детей, и входят ее вот эти дети, муж, он там надевает бережно ей на плечи пиджак и орден «Мать-героиня», да, под восторженные реплики. В итоге она, в общем, показывает всем, кто тут достиг высот. Это же нам тоже о многом может говорить. С одной стороны, о том, что материнство воспринимается как что-то само собой разумеющееся, вот как бы, не знаю, инстинкт, например, или еще что-то. А уже принято считать, что все-таки не инстинкт, это гораздо более сложное понятие, состояние, в которое важно войти. И 9 месяцев беременности и нужны женщине для того, чтобы она как бы постепенно в это входила, адаптировалась. Есть даже такое понятие материнская доминанта. То есть это такой психофизиологический процесс, когда фокус, весь организм, все системы жизнедеятельности организма от тела до психики, они фокусируются на том, чтобы эта беременность наступила, чтобы она сохранилась, чтобы ее прожить оптимально, подстроиться к ней, вынести, родить ребенка. И все это продолжается до, в том числе после родового периода. То есть это целая программа. И программа, которая женщине дается не просто так, она как бы, ну, в каком-то смысле платит своим здоровьем, участвуя в этой программе, платит и своей психикой тоже, потому что вот это, например, состояние такое немножко как бы приторможенное, да, заторможенное какое-то, легкое, может быть, воздушное, вот, вяло какое-то текущее, с забыванием каких-то вещей в третьем триместре, оно обусловлено в том числе и гормональными, и органическими процессами в нашем головном мозге. Так сильно мы меняемся, вся система нашего даже головного мозга так сильно меняется, что мы адаптируемся. И мы адаптируемся, чтобы как раз-таки понять, опять же, всеми фибрами своего тела, своей души, как воспринять ребенка, который родится, как к нему подстроиться. Да. Ну и опять же, как его воспитывать, как много ему нужно дать. И действительно, вот героиня фильма, да,
однажды 20 лет спустя, она посвящает всю свою жизнь для того, чтобы вырасти, для того, чтобы выучить, для того, чтобы отдать всю свою любовь. Это огромная работа. Вот я использую это слово работа, потому что Да. очень часто те же соцсети, они как будто бы это девальвируют, они как будто бы требуют, и кинематограф в том числе, который показывает нам суперуспешных женщин, успевающих все, идеально выглядящих, причем с шикарной фигурой. Конечно, это все женщин, которые оказались в реальной ситуации материнства, беременности, там, пострадового периода, конечно, вгоняют, скажем так, в тоску. Почему все должны быть идеальными, а у меня не получается? Ну, то есть это же вот... Да. И значит, я какая-то не такая. Со мной что-то не так. Если у меня не так, то и со мной что-то не так. Но мы опять же не должны забывать, что есть идеальная картинка телевидения, кинематографа, которая свои стандарты в том числе транслирует. Это не значит, что это норма. То есть их... И это только кусочек восприятия. В реальной жизни все может происходить очень по-разному. Здорово, если у женщины есть поддержка, на которую она может опереться, и с помощью этой поддержки и выглядеть более отдохнувшей, выглядеть более привлекательной, более здоровой. А иногда, и очень часто так происходит, что у женщин не бывает такой поддержки в семье. Муж работает, не могут бабушки, дедушки, или их, к сожалению, нет. Все бывает по-разному, конечно. Вот, мы коснулись как раз мужа. То есть в этом процессе это танец двоих. Родительство, Абсолютно. по крайней мере, на одном из этапов это точно танец двоих, а в идеальном мире, в идеальной картине, конечно, отец должен участвовать, и при этом должен быть значимый взрослый, даже если это не биологический отец. И вот как раз есть фильм «Сережа», тоже советский фильм 60-го года. Это дебютная полнометражная работа двух режиссеров. Один из них — это Георгий Данелия, и главную роль там играет Сергей Федорович Бондарчук, и он становится отцом мальчику. И там есть финальная сцена, когда они должны переезжать, он получает новое место работы, и они должны переезжать в далекий город Холмогоры, и Сережа, так зовут этого маленького мальчика, он радостно мчится к дому, он узнает эту новость, он, значит, вдохновлен, но принимается решение изначально его оставить и не брать с собой, потому что он болел, потому что вот его нужно защитить, его нельзя перевозить и так далее, и так далее. И для Сережи это все больно, это все очень, конечно, чувствительно. И в итоге Коростелёв принимает решение, берет ответственность, принимает решение все-таки Сережу забрать, что Сережа едет с ними, и он берет на себя ответственность как настоящий отец. А по сути, это отчим, да, который очень, получается, успешно налаживает коммуникацию с этим маленьким мальчиком, становится ему отцом и по-мужски как бы показывает ему, через какую призму он может смотреть мужскими глазами. И вот я, знаете, о чем подумала, что мужчины могут сказать, ну что значит должен там, да, как бы включаться и так далее. В психологии даже есть такое понятие, что если мужчина как бы с женщиной, ну по каким-то причинам нет рядом, очень важно, чтобы этот мужчина был в голове, то есть был образ, на который женщина может опереться. И этот образ дает более полную картину для нее психически, эмоционально, которую она может дальше транслировать ребенку. Потому что когда ребенок только появляется на свет, его психика, она не зрела. Это как бы такой белый чистый лист, на котором можно писать все что угодно. И когда в ее психике есть пара любовная, есть мужчина и женщина, это как бы более целое, соответственно, ребенок через психику матери запускает свою психику. Это вот уникальное на самом деле такое сочетание, это называется диадические отношения между ребенком и между матерью. И в этом смысле, когда у мамы есть мужчина в голове, то, конечно, она этот образ сможет передать и ребенку тоже, даже если нет физического рядом. Ну, а что, скажем так, вы советуете, вот как перинатальный психолог, что вы советуете женщинам, у которых, ну, может быть, жестоко поступили вот, отцы, да, ну, нет рядом, или что-то случилось в этой ситуации? Держать образ какого-то идеального мужчины в голове? Наверное, прежде всего не забывать про свое собственное счастье, удовольствие в жизни и искать возможности, через что это можно получать. Безусловно, когда случается какая-то непростая история, это всегда кризисный такой переломный момент, непростой, опять же, повторюсь, со многим количеством разных переживаний, не самых приятных, но все равно наша психика работает на то, чтобы мы восстанавливались. И когда есть маленький ребенок, у женщины адаптационные процессы, ну, они как бы вынуждены работать быстрее, адаптироваться под нужды ребенка.
И фокус на себе, он тоже важен. Вот это правило, да, уже фактически классическое, что сначала маску на себя, потом на ребенка, оно имеет колоссальное значение с точки зрения удовлетворения своих потребностей, потому что мама, которая дала сначала себе, от отдыха до сна, до питания как бы какого-то эмоционального, скажем так, ментального, через какие-то удовольствия и радости, то, конечно же, она этим опытом поделится с ребенком. Мгм. Ну вот, опять же, возвращаясь к фильму «Сережа», они ведь не хотели его брать, заботясь, да, это была форма заботы, хотя это для мальчика было очень болезненно. И очень часто родители пытаются позаботиться о детях, естественно, отдавая все лучшее, и думая, что это единственно верный ход. И здесь мы не можем не вспомнить фильм «Капитан Фантастик» режиссера Мэтта Росса. В 2016 году вышел этот фильм. Он номинирован на целый ряд значимых кинопремий. Там и «Оскар», и «Золотой глобус», и «Бафта», и так далее. Там муж с женой, и у них 6 детей. И они живут вдалеке от цивилизации. Они живут в лесу, потому что они разочаровались там, значит, в капитализме, решили воспитывать своих детей особым образом, и дети действительно знают несколько языков, они разбираются в квантовой физике, в философии, в литературе. И там происходит момент, когда с женой происходит, мы не будем, скажем так, раскрывать все карты, да, происходит трагическая ситуация, из-за которой они вынуждены немножко поменять свою жизнь, и дети, они любят своего отца, но там есть интересный момент, когда сын признается, что в тайне они с мамой подавали документы в разные университеты, потому что, да, знания ему не нужны, но ему нужны знания того, что вообще происходит в реальной жизни, как общаться с девушками, как быть взрослым, как быть самостоятельным. Ну, то есть получается, что вот эта форма заботы и попытка оградить от всего на самом деле очень многое и не давала детям. Нередко переходит в гиперопеку. В гиперопеку, когда ребенок ограждается от всего, и тем самым у него как бы не развивается иммунитет, психологический иммунитет в том числе, для того, чтобы попробовать эту жизнь на вкус, узнать, какая она, и в дальнейшем справляться, конечно, с ней. И это на самом деле такое колоссальное имеет значение. Вот с женщинами, с которыми я работаю, до них эта гиперопека доходит часто через повышенную тревожность в отношении либо к будущей беременности, либо к беременности, которая наступила, либо им сложно, да, справиться с тем, когда беременность не наступает. То есть у этого есть очень прикладные последствия, с которыми приходится во взрослой жизни разбираться. И поэтому, конечно же, когда детям дается, ну, в каком-то, скажем так, адекватном количестве свободы на то, чтобы попробовать и посмотреть, где можно, где нельзя, где проходит вот эта граница, она же всегда очень индивидуальная, то, конечно, это и в плюс тоже срабатывает в их развитии. Ну, и опять же, вот этот фильм, о котором мы сейчас говорим, он как бы иллюстрирует, что даже если... Очень у многих ведь есть страх быть идеальным, а вдруг я не смогу, а вдруг я буду не идеальным родителем и так далее, да? Что даже если я, казалось бы, буду идеальным родителем и вот от всего буду ограждать, все равно окажется, что идеальных родителей не бывает. Что каждый родитель, он первый раз родитель и вот отдает столько, сколько может. Дональд Винникот, психоаналитик, очень известный, по этому поводу говорил, что если мама думает, что она идеальна, она уже не идеальна в этот момент. То есть все так условно. Да, и вот здесь прекрасный пример, причем совершенно удивительный. Фильм «Ведьмы» Роберта Земекиса, там Энн Хэтэуэй в главной роли. Там есть ведьмы, которые живут среди людей, они тайно живут и, значит, убивают маленьких детей, потому что не переносят их специфического запаха, и только эти ведьмы могут этот запах учуять, и они там изобретают специальные зелья для того, чтобы превращать детей в мышей. И это тоже такая, конечно, метафора и способ рассказать о том, что ведьмы могут быть очень даже улыбающимися, приветливыми, прекрасно выглядящими, но те, которые, ну, скажем так, не любят в детях детство, да, и пытаются сделать из них серых мышек, спокойных, таких, скажем, выхолощенных, подчиняющихся и так далее. Вот как раз там есть бабушка, да, которая принимает ребенка и всецело доверяет ему, и вот эта уверенность в его силах, она ему и в общем-то, дарит. Но чтобы в то же время, чтобы выдержать ребенка, и правда нужно обладать немалым количеством энергии, выдержки, терпения, спокойствия. Это правда тоже огромная работа. Мне кажется, что в каждом может жить маленькая ведьма в определенные моменты. И маленькая мышка. И маленькая мышка, действительно. Но вот здесь мы должны
процитировать. У нас Ирина Смолярчук очень любит, одна из гостей нашей программы, очень любит такую фразу: если у вас удобный ребенок, это тревожный знак. Это как раз не очень хорошо. Но это, скажем так, история о том, как родители тоже ведь иногда пытаются в какие-то рамки вписать, да, и тоже пытаются это иногда сделать даже из лучших побуждений, да, и лишить детей этого самого детства. И как не просто родителям бывает выдерживать эмоции детей, это такая проверка на прочность в определенном смысле тоже, потому что когда ребенок плачет, капризничает, когда у него начинаются истерики, это невозможно как-то вот так по щелчку пальца остановить. Это такая проверка, опять же, повторюсь, на прочность и такой шаг в сторону своего собственного развития. И если это не удается идеально, конечно, немалое количество родителей себя ругает за это, что вот якобы это нехорошо, как-то плохо, но глобально, если родители справляются со своей ролью, если ребенок жив, здоров, по возрасту развивается, то, конечно, все в порядке. А это уже нюансы, над которыми, если захочется, можно всегда работать. Еще один фильм, мне кажется, мы сегодня должны вспомнить, который может повлиять на отношение к родительству, и тоже будем воспринимать его, скажем, ну, как художественный вымысел и как некое высказывание, да, очень такой драматичный фильм Лени Абрахамсона «Комната». У него тоже большое количество наград, и «Оскар», и «Золотой глобус», и «Бафта», и там еще целый список. Но история, конечно, жуткая. История про мать, ей 24 года, и она со своим сыном живет в пространстве, которое они называют комната. И в этой комнате, в общем, есть какие-то необходимые удобства. Кровать, ванна, телевизор, есть шкаф, в котором спит мальчик, куда она его прячет от неких ужасов. Есть окно, и оно только наверху, на потолке, и они там заперты. Они там заперты, их держит там в заперти биологический отец этого мальчика, который периодически там появляется, ведет себя совершенно агрессивно. Ну, в общем, скажем так, оставим это за кадром нашего разговора, да, но действительно матери приходится спасать ребенка, пытается где-то ему рассказывать о том, что это единственная реальность, которая существует, где-то приходится рассказать о том, что есть другая реальность, и там даже они инициируют болезнь ребенка для того, чтобы его отвезти в больницу и просто спастись. И вообще родительство как таковое там показано даже не с точки зрения благ каких-то физических, а именно того морального климата, который создает мать. Как она пытается даже в тех условиях, которые есть, ну, в общем, его покрыть, оберегать и так далее. Ну и, наверное, справляться, как она могла на тот момент. Да, то есть это, безусловно, история тяжелая, она такая фестивальная, ну, то есть мы говорим о художественном вымысле, но это как раз история про то, что многие ведь переживают, что, ну, скажем, а будет ли второй велосипед? А будет ли первый велосипед? А будет ли там самая лучшая школа? И так далее, и так далее. Но это на самом деле тоже в реальности нетривиальная история, когда некое неблагополучие в семье, оно существует, когда дети в нем растут, когда это происходит год за годом. Если в семье есть насилие, если есть алкоголики. Да, если есть зависимости, если есть насильственное поведение, агрессивное, то, конечно, да, это огромный урон накладывает на развитие ребенка, но в то же время, если этот урон остается, последствия какие-то остаются, они, конечно, всегда остаются, с ними ребенок уже во взрослом возрасте может хотя бы попытаться справиться, и это очень важно делать, потому что иначе они как бы консервируются в психике, по большей части в бессознательно своих психике, и потом так или иначе влияют на человека. Вот. Но наша уникальная способность во взрослом возрасте менять свою жизнь так, как мы считаем возможным для себя, и где-то от сценариев сложных, конечно, уходить. Ну и там есть момент, кстати, в этом фильме, где ребенок возвращается потом в эту комнату, и она ему кажется очень маленькой. А изначально это просто весь мир, который был. То есть действительно у каждого есть свой собственный опыт проживания. И опять же, мы просто, опять же, вот к отношению к родительству, да, через кинематограф, про то, что мы ведь не можем предсказать все. Не можем. И делать ставку на возможности психики справляться и в определенном смысле тренироваться об жизнь ребенка, даже маленького ребенка, в этом смысле тоже есть большой потенциал, чтобы мы не недооценивали эти возможности.
что даже если на старте у ребенка будет не самая благополучная история, но дальше есть вот этот потенциал к тому, чтобы улучшить, к тому, чтобы вырасти из этих обстоятельств, да, чтобы пройти, и если родители, конечно, эмоционально, морально, если мать любит, если она готова помочь, если она готова, скажем, пройти тот или иной этап, да, и подхватить. Это, конечно, история такая, вызывающая уважение к родительской честности, смелости. Это то, что, конечно, с одной стороны показывает, что это огромная моральная нагрузка, но с другой стороны, что есть разные этапы, которые можно пройти. Мы сегодня обсуждаем влияние современного кинематографа на отношение к родительству и ждем от наших слушателей и зрителей примеров, сцен и фильмов, которые мы обязательно разберем, чему они нас учат и как влияют. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». И не забывайте, что трансляция наша есть еще и в Ютьюбе и ВКонтакте. А сегодня у нас в гостях клинический, перинатальный, психоаналитически ориентированный психолог, приглашенный преподаватель Высшей школы экономики Алина Никифорова. Мы продолжим сразу после новостей. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. В Москве 19:30, в студии с новостями Руслан Дачиев. Здравствуйте. Самолет доставил в Подмосковье 307 освобожденных из украинского плена военных. Как заявили в Министерстве обороны России, они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях ведомства. Российских военных освободили днем в субботу в рамках масштабного обмена пленными по формуле 1000 на 1000. Несколько часов они находились на приграничной территории в Белоруссии. В соседней республике им оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь, сообщает РИА Новости. Взамен Украине были переданы 307 военных ВСУ. Это второй этап масштабного обмена. 23 мая в соответствии с договоренностями Москвы и Киева с территории Украины вернулись 390 человек, 270 военнослужащих, а также 120 гражданских лиц. Среди них в том числе захваченные ВСУ мирные жители Курской области. Взамен Россия освободила 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц. Между тем, вернувшимся из плена жителям Курской области начали оформлять документы на выплаты. Об этом сообщил в Рио губернатор Александр Хинштейн. Он напомнил, что прошлой ночью домой вернулись 20 человек. 18 из них доставили в пункты временного размещения, еще 2 отправили в больницу. Часть из них уже забрали родственники. Все люди обеспечены всем необходимым, всей помощью. Сразу же проходит медицинский осмотр. С сегодняшнего утра началось оформление всех необходимых документов. Выплаты на сертификаты, помощь социальных выплат тем, у кого утрачены документы, помогаем с этим. Пенсии, которые люди не получают с августа месяца. Судьба каждого на собственном контроле, заявил Хинштейн в интервью РИА Новости. Дональд Трамп рассказал о сборке в США гиперзвуковых ракет в больших количествах. Об этом президент Соединенных Штатов заявил на торжественной церемонии в военной академии Вест-Пойнт. Глава Белого дома напомнил собравшимся, что гиперзвуковые ракеты в свое время создали именно в США. По словам американского лидера, их чертежи якобы украли во времена президентства Барака Обамы. Знаете, кто украл? Русские их украли. Что-то плохое произошло, сообщил Трамп. Президент США и ранее заявлял, что Россия якобы украла чертежи супер-пупер ракеты у Соединенных Штатов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что у нашей страны есть своя прекрасная ракета, не имеющая аналога в мире, причем не одна. Андрей Рублев не смог выиграть турнир в Гамбурге. Российский теннисист уступил итальянцу Флавио Каболли в финальном матче соревнований ATP. Встреча завершилась со счетом 6-2, 6-4 в пользу Каболли. Он выступал на турнире без номера посева. Рублев был посеян под 3-м номером, сообщает ТАСС. Россиянину 27 лет, он занимает 17 место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. На его счету 17 побед на турнирах ATP. На соревнованиях «Большого шлема» он не проходил дальше четвертьфинала. Погода. Сейчас в Москве плюс 25, завтра в столице ясно и без осадков. Ночью плюс 15-17, днем в воскресенье 26-28 градусов. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. И пока это все. Руслан Дачиев, говорит Москва. Говорит Москва. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно.
Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Как спасти, укрепить и защитить суставы. Советы от врача-космонавтов». В эфире врач-хирург, младший научный сотрудник отдела оперативного управления медицинским обеспечением космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Виктория Кириченко. В это воскресенье после 18 часов большая перемена. Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi! Oh my goodness! Lionel Messi does it again. He's superhuman. It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain have soared. Dear, dear, I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing. Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами. Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера. Принимайте пас. Это «Голевая передача». Говорит Москва. 94,8. Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства. Еще раз приветствую всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. С вами Вероника Романова, это программа «Личные обстоятельства». И сегодня мы обсуждаем влияние современного кинематографа на отношение к родительству. Причем ждем примеры ваших любимых фильмов или конкретных сцен. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. И не забывайте, что также можно смотреть еще нашу трансляцию по видео в YouTube или ВКонтакте. И там можно как минимум полюбоваться на нашу гостью. Сегодня у нас клинический перинатальный психоаналитически ориентированный психолог, приглашенный преподаватель Высшей школы экономики Алина Никифорова. Алина, еще раз приветствую. И, знаете, я тут хотела бы процитировать регулярную гостью нашей программы, психолога Зару Арутюнян. Она как раз в эфире про демографию сказала, что очень влияет на демографию то, что у нас в каждом втором практически фильме или сериале показывают как раз процесс родов. И так, довольно физиологично. И это то, что отталкивает, это то, что очень пугает, это то, что может повлиять, ну, скажем, на желание или нежелание там, молодых девушек или тех, кто это еще не проходил, как раз, ну, в общем, на принятие решения. И часто пугает, вернее, часто показывает в таком свете действительно отрицательном, что это муки родов, как это звучит, да, что это страдания, это преодолеть крайне сложно. Хотя на самом деле на сегодняшний день, если женщина к родам готовится, есть такое огромное количество разных техник саморелаксации, даже не медикаментозных. Хотя медикаментозную терапию, безусловно, тоже может использовать, если это показано, если самой ей эта идея нравится. Эти техники, они обладают колоссальным потенциалом, потому что они помогают расслабляться, а женщина, которая в родах расслаблена, ей легче рожать, потому что это тело очень способствует. А насколько это частый запрос вот в вашей практике, когда приходят женщины именно с таким страхом? Тоже достаточно частый. Я нередко веду женщин от момента, когда они пытаются забеременеть, у них получается. Потом они проживают беременность. Там есть тоже немало тревог, есть свои этапы непростые, уязвимые. Потом они готовятся к родам. И на моменте подготовки к родам вот такие вопросы возникают. И, в принципе, у нас в стране есть огромное количество разных форматов подготовки к родам. От курсов при роддомах, перинатальных центрах до частных курсов, где можно очень много про это узнать. И даже если понадобится, взять кого-то с собой на роды. Ну и даже есть бесплатное количество, наверное, каких-то видео. Огромное Ну, количество. то здесь только важно доверять специалистам, Да, потому что из каждого утюга, да, каждый блогер становится экспертом по разным вопросам, а потом меняет свою квалификацию. Поэтому лучше, конечно, доверять практикующим, которые работают, либо работали непосредственно в роддоме, которые имеют такой опыт. И мне кажется, здесь тоже важно напомнить, что вот, например, дыхание, поза определенная в родах, сам настрой, это играет
большое значение для того, чтобы роды прошли максимально благополучно. И доктора современные про это уже сегодня знают, поэтому партнерские роды, все это очень в роддоме встречается с теплотой и дается паре такая возможность. Ну и подготовка начинается иногда до беременности, иногда в беременность. Вот сейчас как раз про беременность фильм вспомним 2019 года. Фильм называется «Глотай». Это психологический триллер «Соединенные Штаты и Франция». И там история о том, что главная героиня начинает глотать самые неожиданные предметы, там, острые, опасные и так далее. Это вот про что? Тоже, наверное, много смыслов, да, художественный смысл многогранен, может быть, но прежде всего, наверное, про то, что во время беременности могут произойти изменения, в том числе психические изменения, которые могут по-разному у разных женщин выражаться, в том числе до депрессивных состояний. И нередко, например, такой недуг, как послеродовая депрессия, он начинает формироваться еще на этапе беременности. И очень важно вот эти тонкие моменты подмечать. И поэтому, когда есть психолог в женской консультации или есть в доступе у женщины, то, конечно, он может какие-то вещи заметить и направить, например, ее к врачу-психиатру прежде всего. Но не стоит этого бояться, потому что это доктор, который может помочь дальнейшую тактику ведения выбрать. Гормональную терапию какую-то, может быть? Ну, медикаментозную терапию, только во время беременности, конечно, ее не назначают. Возможности достаточно, они как бы сокращены, поэтому психологическая помощь может играть на этапе беременности огромную роль, потому что это может быть и консультирование, это могут быть какие-то дыхательные расслабляющие практики. Есть такой прекрасный способ, называется босс-терапия. Это биологическая обратная связь. Это когда женщина, учась, например, дышать, подключается к определенному аппарату, который снимает ее пульс, снимает с помощью миограммы, как расслабляются мышцы, она этому учится, видит на экране, это поэтому и называется обратная связь, видит на экране эти изменения, эти графики, и видит, какой эффект каждое занятие приносит, и для нее это становится легче, запоминается, и в том числе во время родов она может это использовать. Ну и, конечно, эта история, скажем так, вот эта история, которую нам показывают режиссер и сценарист, она о том, что к периоду беременности, действительно, даже не на этапе беременности, а еще до беременности нужно пройти определенную работу, в том числе со своими внутренними конфликтами, которые могут появиться, обостриться и так далее. Там ведь есть об этом история. Да, там есть, конечно, предпосылки. Вообще у любой женщины, если возникают какие-то сложности эмоциональные во время беременности, всегда есть предпосылки. То есть это не происходит из ниоткуда. У этого есть какая-то взаимосвязь. И в фильме тоже у этой женщины есть предыстория, которая на самом деле там еще до ее рождения, да? Да, и даже ее имя определяет эту Хантер. историю. Да, Хантер, да, то есть охотник. И то, что она делает, конечно, со своим телом, это очень деструктивно. По сути, она на себя нападает. То есть она охотник на саму себя. По сути, да. Но она таким образом, там немало глубинных смыслов, идентифицирует себя с тем, кто когда-то был причастен к агрессивным действиям, в результате которых она появилась на свет. Ее отец. Он изнасиловал, да, мать, и она появилась таким образом на свет. Но для ребенка это все равно родитель. И идентификация идет просто очень естественным образом и по большей части в бессознательных процессах. И даже если мы, например, что-то отрицаем, это настолько бывает глубоко внутри нас, что эти связи как бы разорвать невозможно. И это нужно работать со специалистами, да, которые... Да. И особенно, конечно, если женщина готовится к беременности. Вот да. Со всеми этими проблемами, предпосылками лучше разобраться. Если есть чекап, например, медицинский, перед тем, как планировать беременность, принимать фолиевую кислоту, то, в принципе, появление вот даже каких-то малейших тревог и страхов может быть поводом хотя бы для профилактической консультации к психологу перинатальному, чтобы понять, а есть там какое-то поле, где стоит разбираться, или не трогать, и все в порядке. Какой-то риск, потому что и так гормональный фон будет, скажем, перегружен, да, и немножечко непредсказуем местами вот это эмоциональное состояние. Но и после рождения ребенка тоже важно, чтобы женщина следила за своим эмоциональным состоянием или, может быть, даже физическим, и в том числе физическим состоянием. Еще есть фильм «Талия» с Шарлиз Терон. Прекрасный. Он прекрасен тем, что там как раз-таки показывается история возникновения послеродовой депрессии. И, к сожалению, это нередкий факт, что послеродовая депрессия в акушерских стационарах, она пропускается.
пропускается. Насколько я знаю, у нас, конечно, тоже нет такого системного выявления этого недуга, хотя он огромное, колоссальное влияние оказывает, потому что это случается с женщиной в один из самых уязвимых периодов ее жизни, и от которого зависит жизнь маленького ребенка. И в то же время статистика по послеродовой депрессии в мире и в России такова, что это 15-20% женщин. Это огромная цифра, на самом деле, если в популяции посмотреть. Но хорошая новость заключается в том, что если женщина понимает, что что-то не так, или ее семья, муж понимает, что что-то не так, они обращаются прежде всего к психиатру, то доктор назначает лечение. Вместе с тем можно получать и нужно, хорошо бы получать психологическую помощь, то это все гораздо быстрее преодолевается. То есть хорошая новость в том, что это можно преодолеть. И, в принципе, достаточно как бы такие понятные сроки. Главное этим заниматься и, как бы, конечно, не доводить до каких-то крайних состояний. Ну, в том числе ведь нехватка сна, Конечно. изменение режима, биологические какие-то часы, да, Лактация, да, перестройка. И даже физическая помощь мамы, няни и кого-то близкого очень может помочь. В этом смысле тут приветствуется от членов семьи Конечно, какая-то помощь. Ну, естественно, с разрешения родителей, Да, потому что есть такие бабушки, дедушки, которые могут довести. Чтобы она была, конечно, комфортна, потому что если она комфортна, ее можно принять. Вот, комфортно, да, действительно. И в фильме «Тали» там тоже есть такой тонкий момент, когда она рожает своего 3-го ребенка. У нее тоже, конечно, не просто так возникает послеродовая депрессия, у нее есть сложности со 2-м ребенком, это ребенок с особенностями развития. И здесь нужно сказать, что и правда, мамы, которые сталкиваются в материнстве, да, вот с непростыми историями со здоровьем детей, это колоссальная нагрузка, это колоссальное как бы пространство, куда утекает жизненная энергия, и не просто так она как бы 3-й беременности, вот это неожиданное, подходит, наверное, с определенным дефицитом этой энергии. С истощением, с переутомлением. И когда она рожает, вот там есть этот тонкий момент, она не хочет посмотреть на своего ребенка. У нее не возникает этого банального, естественного интереса. Вот это на самом деле такой первый признак, как бы отсутствия этого контакта. Ну, то есть, на самом деле, вот ситуация, которая возникает в фильме, да, ее не нужно обязательно тиражировать на свой опыт, да, и как-то применять. Безусловно. То есть там зрителю дается вот эта отсылка, что вот здесь было не в порядке, вот здесь вот звоночек, вот первый, да, такой очень очевидный звоночек, его уже надо поймать, что это не норма, это не каждый случай такой. Это не значит, что это, ну, скажем, обязательно будет так, да, то есть для женщин, которые смотрят, например, этот фильм, или я видела, как в соцсетях фрагменты определенные этого фильма, где она едет в машине, дети истерят, значит, лупят ногами по ее креслу и так далее. То есть там такие очень острые моменты, естественно, провоцирующие понятную эмоцию. Во-первых, они сделаны для того, чтобы обострить в целом весь конфликт и для того, чтобы фильм был интересным, чтобы он был эмоционально насыщенным. Но и в то же время здесь есть конкретные предпосылки, с которыми надо работать, надо решать, и это не значит, что так будет всегда. И опять же, нужно знать весь контекст этого фильма, а не смотреть только какие-то вырванные кусочки, да, и дальше тиражировать эту историю в соцсетях, например, что все материнство такое. Нет, конечно. Конечно, нет. Нет, конечно, это особые сложные случаи, которые к тому же, к сожалению, тягочаются эти обстоятельства тем, что еще никто не помогает. То есть там муж не был очень включен, скажем, в эту историю. Помощи не было. Да. И, в принципе, если возникает какая-то проблема, на сегодняшний день есть огромное количество специалистов, с помощью которой эту проблему можно решать. Главное, как бы эту дверь себе тоже не закрывать. Есть еще один фильм, тоже, ну, скажем, этот вымысел, это метафора, это иносказательно нам рассказывается, но тем не менее, художественный фильм такой в жанре черной комедии, Мэрил Хеллер режиссер, и там главная роль у Эми Адамс, где она покрывается шерстью. Когда становится матерью. Да, то есть превращается как будто бы в животное. И это, конечно, такая тоже метафора, которая отсылает к тому, что жизнь женщины очень сильно меняется. И, кстати, нужно сказать, это один из самых больших страхов современных женщин, что с материнством, с рождением ребенка моя жизнь прежняя уйдет. Ее больше никогда не будет. Это что-то, что я потеряю навсегда, такая точка невозврата. И, мне кажется, вы сейчас говорите прям цитатами, да, как бы тех запросов, которые к вам поступают. Конечно, да, это прям в соцсетях. Да, это прям те слова, которыми говорят женщины. Но здесь нужно понимать, что это всего лишь, ну, или это только страх, или только как бы часть, связанная со страхом, с тревогами. Потому что если тело как бы пустило женщину в беременность, значит, у тело как бы уже спросило психику, они там вдвоем поговорили, а хватит ли нам, чтобы дойти до конца, до появления ребенка, да. Они уже как-то, значит, там с собой договорились. Значит, это есть.
Ну да, но там, конечно, действительно, она превращается в существо мало похожее, скажем, да, на человека. То На есть женщину, да. это и про агрессию, про истерики, про, опять же, отсутствие социальной какой-то адаптации. Это вот ровно то, что вы говорите. То есть этот фильм, он, в принципе, это показывает, да, только вот в такой форме. И, конечно, тоже ничего смешного, безусловно, для женщины, которая это проходит, которая оказывается в этой ситуации без поддержки. Это очень тяжело, но это этап. Да, но видите, здесь я думаю, что от самой женщины тоже немало зависит. Поддержать себя — это еще и найти себе поддержку в том числе. И, возможно, подумать об этом заранее, потому что, конечно, это очень долгоиграющие изменения, очень глобальное появление ребенка. Столкнуться как бы с этим, ну, где-то на берегу, хотя бы немножко подумать о том, как эта послеродовая жизнь будет устроена, это очень важно. И мы тоже периодически говорим в наших эфирах о том, что женщины очень часто сами не допускают эту помощь, потому что они боятся иногда допустить даже отца до помощи с новорожденным ребенком. Не трогай, ты все делаешь не так, отойди и так далее. То есть мать как будто бы сама закрывается от помощи, пытаясь, с одной стороны, сделать ребенку как лучше, потому что лучше знает только она, а все остальные сделают хуже, а хуже ей не надо. И вот этот страх, опять же, не дает ей привлекать помощников, и в том числе отца, и рассказывать, что происходит с ребенком. Но это может быть тоже только лишь этапом развития, такой адаптации, включения, потому что в психологии есть такое понятие, что женщина, она для того, чтобы адаптироваться к материнству, к появлению ребенка, вот услышать его позывы, когда он вообще еще не говорит и никак не может дать понять, она регрессирует своей психикой до уровня психики младенца. Вот, немножко некое такое как бы безумие происходит. Почему вот очень много вот этих случаев после родовой депрессии? Потому что психика глобально меняется. И вот этот регресс, это в том числе как бы регресс в своей психике и определенные не самые приятные этапы как бы развития. И с этой стороны, мне кажется, вот если вот как-то с пониманием на это смотреть, ну вот с любовью, ну вот такая она сейчас. И важно как бы ее тоже такую принимать. Вот сейчас слушаю вас и думаю, а может быть, это не регресс, может быть, это наоборот такой, знаете, высший пилотаж диагностики. Когда к врачу приходит пациент и не рассказывает, что произошло, а врач должен угадать, что там, животик болит. Да, да, именно. То есть это высший пилотаж диагностики. Давайте, мать, вот так назовем. Да, диагностики того, что нужно ребенку в данный момент. Потому что женщина начинает различать разные виды плача ребенка. Вот здесь ему нужно памперс поменять, вот здесь его нужно на ручки взять, вот здесь его нужно к груди приложить, вот здесь его нужно покормить. То есть огромное количество сигналов, да, которые она начинает. То есть это какой-то вообще другой язык, да? Это... Да. И поэтому, например, немалое количество женщин боятся, да, от материнства, что вот это как-то заберет у них большую часть жизни. Но на самом деле есть исследования, которые показывают, за счет того, что женщина так сильно вовлекается, что это происходит естественным образом, и не нужно этого бояться, очень сильно развивается ее эмоциональный интеллект, и дает ей колоссальные, по сути, возможности для карьерного развития, когда ребенок уже появляется на свет. И когда она вернется в коллектив, да, и действительно будет сигналы подчиненных улавливать, или начальства, например, до того, когда они начнут кричать. Или станет более гибче. Да, ну то есть на самом деле сценарий, конечно, у всех разный. И вот еще один чудесный пример: «Чего ждать, когда ждешь ребенка». Так называется фильм 2012 года. Там 5 разных пар, и у них у всех свой сюжет. История пары, которая значит, скоро станет родителями. Есть те, кто давно планирует, но у них пока не получается. Есть те, на кого отцовство так свалилось, как снег на голову. И, в общем, есть те, кто решается на усыновление. Разные пары, разные такие запараллельные судьбы. Это здорово, да? Потому что 5 разных историй, что в реальности на самом деле тоже может быть. Иногда кажется, что женщине, что вот я одна в такой ситуации, меня вряд ли могут другие понять, у меня как-то не так, опять же, что-то идет не так, неправильно, не идеально, некрасиво. Но каждая история женщины, которая вот идет в материнство, которая с этим опытом сталкивается, она и правда уникальна. И там, конечно, не всегда реализация материнства происходит сразу. Кто-то сталкивается с потерей беременности, кто-то сталкивается с выкидышем. И даже до того момента, пока женщина не столкнулась, она даже не подозревала, что такое существует. Кто-то сталкивается с огромным количеством тревоги во время беременности, с желанием постоянно проверять, что с ребенком все в порядке, делать УЗИ часто, приносить домой доплер портативный и убеждаться, что у ребенка есть сердцебиение. То есть это, конечно, не просто так происходит, как раз-таки от вот этой большой тревоги, с которой важно работать, потому что по исследованиям тоже доказано, что тревога может привести к преждевременным родам. То
То есть вот этого ресурса доносить до конца, до благополучного исхода может не хватить, поэтому важно его, конечно, себе додавать. Ну и опять же, кинематограф здесь помогает смотреть, что сценарии есть разные. Вот Да. «Параллельные матери» так и называется, тоже про параллельные сценарии Педро Альмодовара. Потрясающий фильм, очень глубокий, многогранный, где не сразу все становится понятно. Казалось бы, там вроде бы речь про двух женщин. Они... Одна совсем юная, одной 40. Да, и волю судьбы оказываются вместе в родильном доме в одном. У них потом меняют детей. Один из этих малышей, да, погибает. Но на самом деле это история столкновения как бы каждой женщины друг с другом, но еще история столкновения их семей. И даже как бы межпоколенческий такой срез можно привести, потому что самая первая сцена в этом фильме — это когда одна из главных героинь, она оказывается у как бы раскопок, и в конце видно, конечно, к чему это все может привести. Ну и фигура мужчины, опять же, то, с чего мы начинали. Да, очень важна. И вот вы затронули тему перинатальных потерь. Есть там сразу несколько фильмов, которые про это рассказывают, конечно, душераздирающие. И «Кроличья нора» с Николь Кидман, и «Разомкнутый круг». Это такой, в общем, абсолютный блокбастер, наверное, бельгийский. И есть прям несколько сюжетов, и «Любовь и прочие обстоятельства», она тоже касается вот этой темы, и мы не можем о ней не поговорить, потому что все проживают по-разному, даже внутри одной семьи. Вот если «Кроличья нора», да, мы говорим, то они ходят к терапевту, героиня Николь Кидман решает этого больше не делать, а вот муж ее все-таки, скажем, продолжает смотреть фотографии ребенка, он продолжает общаться как бы, уходит в параллельную реальность с помощью запрещенных веществ, в том числе с человеком, с которым они познакомились на сессиях. Ну, то есть даже внутри одной семьи сценарий разный. Мужчины и женщины по-разному могут это преодолевать, этот опыт, и женщины могут по-разному преодолевать. И здесь, наверное, в самом как бы глобальном смысле очень важно понимать, что это ведь горе, и это горе, оно необычное, потому что ребенок, который уходит из жизни раньше родителей, в сознании самих родителей, он как бы переворачивает все. То есть это поколение, которое меняются местами. Это нелогично, это незакономерно. Тем самым даже может сводить с ума родителей. И, конечно, это горе, которое важно суметь пережить. Не у всех даже может хватить сил, чтобы суметь пережить, поэтому обращение к специалисту — это такая опора, которая может помочь, с одной стороны, справиться с ситуацией, с другой стороны, остаться глобально в порядке, сохранным с точки зрения своего ментального здоровья. И, конечно, вот в этом процессе очень важно не замораживать эмоции, потому что они естественным образом всегда возникают. Слезы, грусть, истерика, все что угодно может происходить, но большинство людей все-таки как бы им сложно это проживать. Есть такая тенденция к этому как бы контролю, к замораживанию. Возможность эмоции проживать, и когда это невозможно сделать самостоятельно, обращаться к специалистам, это, конечно, более такой терапевтичный путь. Вот здесь, наверное, на этом этапе появляется вот этот парадокс, да? Для того, чтобы обратиться к специалисту, нужно, скажем, признать, да, не отрицать. Да, признать утрату, потому что когда утрата не признается, то это как будто бы ангел, который живет где-то среди нас, ребенок, который ангел, да, то есть как будто который существует где-то параллельно с нами, хотя, конечно, он ушел, и жизнь прекратилась, и признать это очень важно, прежде всего, для своей психики. И для будущего ребенка, который может появиться в этой семье, потому что история вот Сальвадора Дали, он родился спустя 9 месяцев и 10 дней после смерти своего брата, которого тоже звали Сальвадор. И там есть прекрасная история, Алин, вот благодаря вам я ее узнала, что Сальвадора Дали очень интересовала картина французского художника Жана Франсуа Милле, картина второй половины XIX века, где там двое крестьян, они как будто бы читают молитву, и они склонились на поле, и вот эти фигуры, картина «Анджелюс», как раз по названию этой молитвы, ему не давала покоя фигура вот этих двух крестьян, потому что слишком скорбная. И потом, после экспертизы, стало известно, что там действительно это была история младенца, с которым они прощались. И вот этот вот «Анджелюс» — это сюжет, который Сальвадор Дали много использовал. У него есть «Анджелюс». И это же, по сути, тоже ангел, который где-то живет на небесах, с которым не прощаются, который остается где-то в собственном восприятии.
и который на самом деле большой нож и ложится на людей, которые остаются жить. И получается, что как раз Сальвадор Дали, он тем, что он исследовал эту тему, и то, что она не давала ему покоя, это значит, что он чувствовал, что что-то было, наверное, не в порядке, да, что-то было не прожито его родителями. Опять же, они назвали его тем же именем. Да, и это, получается, очень связано с его собственной историей. И достаточно быстро он был зачат, и в таких случаях есть риск, что следующий ребенок станет замещающим ребенком. То есть ребенок, который заместит предыдущего, соответственно, утрату. Да? утрату. И там есть большой риск того, что будет жить той жизнью ребенка, которого не стало. А значит, будет как бы наполовину вроде бы жить и не жить. Не иметь полных возможностей для раскрытия своего потенциала. И, конечно, это потенциально, опять же, мамы с большим количеством тревоги, там, вот этого перекладывания. А все ли в порядке у меня с ребенком? Постоянно проверка этого. Это отражается. Ну, вот мы сегодня поговорили как раз о кинематографе, об искусстве, о том, что оно знает все боли, которые уже вместило человечество. И искусство делает эту боль универсальной, и можно найти разговор обо всем, в том числе и через кино. И, конечно, если есть возможность, то нужно дойти до специалиста. Спасибо огромное. У нас в гостях была клинический, перинатальный, психоаналитически ориентированный психолог, приглашенный преподаватель Высшей школы экономики Алина Никифорова. Спасибо огромное. Спасибо большое. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. 8 часов вечера в Москве. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Самолет доставил в Подмосковье 307 освобожденных из украинского плена военных. Как заявили в Министерстве обороны России, они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях ведомства. Российских военных освободили днем в субботу в рамках масштабного обмена пленными по формуле 1000 на 1000. Несколько часов они находились на приграничной территории в Белоруссии. В соседней республике им оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь, сообщает РИА